этой задачей более детальнее. Хотел бы по блокам пройтись. На сегодняшний день по тем предложениям, которые были озвучены, по увеличению доступа к финансам или финансовым инструментам или ресурсам малого и среднего бизнеса. В целом необходимо отметить, что в программе правительства закладываются определенные направления или отдельные так называемые ходам, доступный кредит. Здесь у нас сейчас разрабатываются комплексные меры по 3 направлениям. Это как раз таки вопросы, то, что касается доступа к более дешевым и длинным деньгам. Здесь рассматриваются вопросы создания суверенных фондов и инвестиционных, и венчурных фондов. На сегодняшний день этот вопрос уже прорабатывается. Как вы знаете, уже опыт у нас был. Мы первый такой фонд, совместно Крым-Россия фонд уже запустили. Сейчас будет работа вестись по другим партнерам, которые также заинтересованы в открытии такого рода инвестиционных и венчурных фондов. И на сегодняшний день уже у нас также готовится предложение по законодательству в сфере запуска венчурного финансирования или венчурных фондов. Кроме этого, также в рамках этого кодама предполагается запуск новых финансовых инструментов. Это в том числе рассматривается вопрос создания или придания специализации нашим коммерческим банкам, которые уже в стране не первый год существуют, работают. В том числе это вопрос возможности запуска Эксимбанка, то есть это для тех предпринимателей, которые в основном работают в экспортном направлении и требуется финансирование, может быть, как раз таки экспортно-импортных поставок, краткосрочное финансирование. Кроме этого, у нас также в рамках программы «Доступное жилье» планируется запуск ипотечного банка, также который будет определенный импульс давать росту и развитию в строительной сфере. Кроме этого, уже были созданы такие инструменты, как гарантийный фонд. На сегодняшний день уже он успешно работает и более 300 гарантий он уже выдал. Кроме этого, у нас, начиная с этого года, запущена новая программа. Это программа льготного финансирования экспортоориентированных предприятий. В рамках этой программы планируется порядка 3,5 миллиарда сомов профинансировать. И также запускается новая программа, это льготного финансирования предприятий, которые внедряют систему или стандарты качества ХАСК и ИСО. Кроме этого, по направлению развития инфраструктуры, здесь хотел бы отметить, что в рамках программы Джамадуров Кадам у нас определяются три ключевых направления по развитию инфраструктуры, или приоритетных проектов, можно сказать. Это, конечно же, вопросы ТАЗАСУ или сетевого водоснабжения. Это в первую очередь будет работать здесь в регионах. До 2023 года в рамках этой программы планируется порядка 27 миллиардов сомов освоить и улучшить водоснабжение в городах и селах страны. Кроме этого, в целях поддержания развития и в сфере сельского хозяйства у нас предполагается реализация большой программы, уже утверждена до 2026 года. Это программа правительства по развитию ирригации в стране. Кроме этого, по инфраструктурным проектам у нас также в программе закладываются приоритетные направления по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Это вопросы развития энергетики. И порядка, в целом, сейчас мы формируем список национальных инвестиционных крупных проектов. На сегодняшний день порядка 94 проектов, это предварительно, мы сформировали, но это требует более детальной оценки, и позже мы скажем уже, или озвучим эти проекты. Кроме этого, по направлению информирования предпринимателей и расширения инструментов G2B, то есть это государство бизнесу, это и в сфере услуг, и предоставление информации. Здесь необходимо отметить, что будет вестись работа комплексно. На сегодняшний день у нас есть идеи по подготовке изменений и дополнений закона о государственной поддержке малого предпринимательства Кыргызской Республики. Здесь будет упор сделан на
усиление инструментов государственной поддержки и как и финансовых, так и нефинансовых инструментов государственной поддержки, и в целом определение единой системы или инфраструктуры поддержки малого предпринимательства или поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Кроме этого, как вы знаете, у нас была инициатива, мы уже с бизнесом обсуждали относительно возможности создания центров обслуживания бизнеса. Эта концепция была разработана и направлена на рассмотрение аппарата правительства. И на сегодняшний день по этому проекту принято решение, да, относительно того, что отдельное создание этого центра, да, потребует значительных финансовых вложений, и он будет только создаваться в двух городах, это Бишкек и Ош, мы планировали в первом этапе. Но на сегодняшний день поступило предложение от Госкомитета информационных технологий относительно создания отдельного модуля на базе ЦОНов, да, то есть то, что уже у нас были запущены центры обслуживания населения, там будет предлагаться отдельный модуль по обслуживанию, в том числе и бизнеса. В этом плане мы в ближайшее время уже скорректированную концепцию также будем презентовать бизнесу. Кроме этого, в сфере регуляторной политики хотел бы отметить, что уже у нас в первом чтении у нас прошел закон о системе, лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики. Здесь мы предлагаем сократить количество лицензий и разрешений, там порядка на 16, и в то же время провести оптимизацию некоторых элементов внутри этого закона, поскольку мы сейчас вводим понятие под лицензии, то есть на сегодняшний день, как вы знаете, после реформ 2013 года определенные коллизии в законе внутри сложились. И вот эта работа для того, чтобы мы смогли уже провести полную инвентаризацию тех расширенных документов, которые на сегодняшний день выдаются нашими государственными органами, для, может быть, проведения определенной или применения, да, механизма гильотины, чтобы мы смогли те функции, которые, или те расширения, которые не имеют ни экономической целесообразности, ни других элементов, да, которые снижает потенциальный риск для здоровья и безопасности граждан, то тогда такие элементы будут исключаться. Кроме этого, на сегодняшний день пересмотрены критерии риска в системе лекарственного обеспечения, то есть по проверкам этих структур. Кроме этого, также у нас критерии риска вводятся по проверкам в сфере автотранспорта или транспортных услуг. Кроме этого, у нас уже вступили в силу изменения в закон о проверках, согласно которому мы освободили вновь создаваемые новые предприятия от проверок всех контролирующих органов на 3 года. И на сегодняшний день вот, по обращениям бизнеса, которые были уже озвучены, по многочисленным проверкам правоохранительных органов, у нас принято временное положение и уже сформирован пакет изменений в 7 законов, которые касаются именно проверок правоохранительных органов. Кроме этого, по вопросу саморегулирования, у нас на сегодняшний день, я как уже отвечал, здесь единственный только вопрос, который мы не смогли на сегодняшний день понимания найти общего, это вопрос обязательства участия ассоциации предпринимателя, бизнес-ассоциация. Здесь 2 варианта. Это вариант, когда принимается в законном порядке норма об обязательности, да, членства любого предпринимателя в каких-либо отраслевых ассоциациях. И второй, это уже более либеральный метод, это уже через экономические и другие стимулы, которые будут объединять эти ассоциации в более крупные союзы. И здесь необходимо отметить, проведен анализ функций, которые мы можем передать на первом этапе нашим бизнес-ассоциациям, для того, чтобы осуществлять определенные регуляторные функции, может быть, другие какие-то государственные функции, которые мы можем с помощью наших ассоциаций на следующий день осуществлять. И кроме этого, у нас также были в рамках программы развития частного сектора реформы в сфере трудовых отношений. Но, к сожалению, необходимо отметить, там у нас было 4 пункта. Это возможность внедрения
бессрочных трудовых контрактов, это вопросы регулирования взаимоотношений между молодыми кадрами и работодателем. Вот эти вопросы, к сожалению, на сегодняшний день мы не смогли продвинуть, и в этом плане у нас эти пункты остаются неисполненными. Но в целом необходимо отметить, что также Министерство экономики признает необходимость либерализации трудового законодательства в Кыргызстане. Действительно, есть определенные нормы, которые мешают для полноценного развития малого и среднего бизнеса и в целом. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот только что мне подсказали, сегодня какой день, оказывается, международный. Ну, во-первых, спасибо за оценку, за то, что какие результаты были достигнуты. Я думаю, что на этом остановиться не будем, потому